Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. 21 мая глава региона А.С.Н. Николаев рекомендовал председателю Кабинета министров республики отменить 202-е постановление правительства о стандартизации объектов социальной инфраструктуры. Документ был разработан предыдущим составом правительства и принят в июне прошлого года. Обсуждение постановления вызвало широкий общественный резонанс. Нужны ли перемены в социальной сфере и каким образом все это должно происходить? Об этом мы поговорим с гостем нашей студии. Это председатель правительства республики Владимир Солодов. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько остро сейчас стоит вопрос реформирования социальной сферы региона? Прежде чем отвечать на ваш вопрос, я хотел сказать, что вчера, 22 мая, я подписал постановление правительства об отмене вот этого пресловутого 202-го постановления, которое задавала сеть учреждений, поэтому поручение Арсения Сергеевича уже выполнено, и то постановление, которое столько споров вызвало, оно уже признано недействительным. А теперь к вашему вопросу. Вопрос стоит очень остро, и он носит безотлагательный характер. И связано это с двумя факторами. За последние 7 лет расходы на социальную сферу увеличились в 2 раза. С 63 миллиардов рублей до 120 почти миллиардов рублей. Цифра огромная. 120 миллиардов рублей в год мы тратим на социальную сферу. Но это не самое страшное. Самое страшное, что одновременно мы видим не только не увеличение качества услуг, но и ухудшение качества услуг по ряду параметров. А вот это уже неприемлемо. Мы не можем оставить ситуацию таковой, как сейчас она есть, когда система по сути деградирует, когда качество услуг ухудшается, но требует все больше и больше денег на ее поддержание. Поэтому реформы, безусловно, будут реализованы, и в самое ближайшее время мы выработаем их окончательную конфигурацию. Особо остро стоит вопрос образования, и если о нем говорить, то почему возникла необходимость что-то менять именно в этой системе? Образование действительно очень хороший пример. Если мы посмотрим на показатели, например, уровня ЕГЭ за последние годы, конечно, ЕГЭ лишь один из показателей, но, согласимся, достаточно важный, который определяет успешность выпускника, возможность поступить в вузы и так далее, то за последние годы из зеленой зоны в сравнении со среднероссийским по основным предметам мы медленно, но верно переместились в желтую, а потом и в красную зону. Это означает, что по всем основным предметам в среднем в республике мы хуже средней по стране. А я напомню, что главой республики А.С.Н. Сергеевичем Николаевым принят указ, по которому мы должны стать одним из лидеров в стране по качеству школьного образования, что мы должны обеспечить возможность реализации каждому маленькому жителю нашей республики. Сделать этого невозможно, не изменив подходы к качеству образования, которые, конечно, в первую очередь зависят от таких параметров, как квалификация учителя, как построение образовательного процесса и так далее, но и к построению самой сети учреждений. Потому что сейчас сеть учреждений образовательных самая большая, больше всего учреждений социального профиля именно образовательно. 652 учреждения, если быть более точным. Она самая дорогостоящая для бюджета. Расходы в 2018 году превысили 72 миллиарда рублей. И при этом одна из наиболее значимых. Я хочу подчеркнуть, что то, что мы тратим много денег на образование, в общем-то, это хорошо. Это подтверждает то, что мы социально ориентированная республика. Если при этом есть эффект с точки зрения качества. Каждый вложенный рубль в социальную сферу, в образование в том числе, должен давать максимальный результат. Из этого мы будем исходить, когда сейчас внимательно проектируем новую конфигурацию сети образовательных учреждений и иных учреждений социальной сферы. Если говорить о сегодняшнем моменте, то вот те средства из бюджета, которые тратятся на образование, оправданы ли такие расходы? Мы сделаем так, чтобы эти средства были оправданы. Я таким образом отвечу на ваш вопрос. Потому что точно мы не предполагаем сокращение общих расходов на сферу образования. Образование было, есть и будет всегда приоритетом для правительства республики. Другое дело, что мы хотим сейчас саму сеть учреждений переконфигурировать. Исходя из 2 основных принципов мы будем при этом. Первое, что ни одно учреждение в малых труднодоступных населенных пунктах, которые больше всего озабоченности вызывают, не будет сокращено. Еще раз хочу подчеркнуть, ни одна школа
там, где она есть и где у детей нету альтернативной возможности обучения, не будет закрыта. И второй принцип, что качество услуги для конечного получателя, для ребенка в случае с образованием, не будет ухудшено. Мы хотим расширить возможности по получению качества образования для детей. Два примера приведу, которые иллюстрируют этот подход. Первый, который уже реализуется в Хангаласском районе. Мы там проводим пилотный проект уже несколько лет, и одно из решений применительно к малокомплектным школам, там, где в классе учатся мало детей, стало использование так называемых смешанных разновозрастных групп на тех предметах, которые позволяют. Самый яркий пример – это физкультура. Если в школе учатся 3 ребенка, о каких игровых видах спорта может идти речь? Ни о каких. Но ничто не мешает объединить учеников 8 и 7 класса и вместе играть в волейбол 3 на 3. Очень такой яркий и образный пример. Он применяется не только к физкультуре. Уже сейчас есть методики, которые позволяют и более того, даже стимулируют, показывают, что более эффективно смешивать детей по возрасту, близковозрастных группах. Тем самым мы сокращаем не людей, а количество класс-комплектов. Качество возрастает, бюджетные средства высвобождаются и могут быть направлены на тот же самый капитальный ремонт школ. Это тот принцип, которому мы будем придерживаться. Высвобождаемые средства будут в основном направляться не менее 50% как раз на тот же самый район и на ту же самую сферу. В нашем примере сфера образования, например, капитальный ремонт. И второй пример я хотел короткий тоже привести, но важный. Механизмы, которые мы будем задействовать для повышения качества школьного образования. В старших классах, там, где учатся мало детей, и там, где родители изъявят желание перевести ребенка на обучение в районный центр, в более крупный поселок, где качество образования, как правило, выше, мы создадим возможности, чтобы средства, которые сейчас расходуются на финансирование школы, были напрямую переданы родителям, для того, чтобы была возможность профинансировать проживание ребенка в районном центре в течение недели, например, с возвратом на выходные, или в течение более длительного времени у родственников. Не секрет, что у многих родственники есть в районных центрах, тем самым мы будем помогать тем родителям, которые сами такое желание изъявят. Это второй пример, как мы будем реализовывать подход, направленный на повышение качества образования за счет наших реформ. Ну вот пресловутое 202 постановление отменили. Когда ожидается выход нового, другого качественного постановления по этому поводу? И планируется ли в нем упоминание о создании многофункциональных образовательных комплексов? Мы сейчас, нам предстоит тщательная и очень скрупулезная работа. В течение следующих 3 месяцев до 1 сентября 2019 года мы проведем работу с каждым районом по каждой сфере социальной жизни. И в результате к 1 сентября родится документ, который будет характеризовать вот эту самую новую оптимальную структуру сети социальных учреждений. При формировании этой сети мы будем исходить, как я уже говорил, из необходимости повышения качества услуг. Помимо этого мы будем решать вопросы, связанные с объединением юридических лиц. Не секрет, что у нас сейчас часто несколько учреждений одного профиля, находящихся в одном населенном пункте, тем не менее организационно представляют собой независимые организации, что плодит лишнюю бюрократию бухгалтеров, административный персонал и так далее. За счет объединения мы высвободим возможные административные ставки административно-управленческого персонала. И третье направление, о котором вы совершенно верно упомянули, это создание так называемых многофункциональных социальных центров, когда в одном здании могут быть объединены школа, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, музей и другие социальные учреждения. Тем самым мы сможем высвободить существенные расходы, которые сейчас идут на коммуналку. Приведу одну цифру. На сегодняшний день из общих расходов на сферу социальную более 30% идет на жилищно-коммунальные услуги и коммунальную сферу. Их можно очень сильно оптимизировать именно за счет создания вот этих объединенных центров. Конечно, здесь предстоит большая работа и с федеральным уровнем, потому что санпины сейчас не все позволяют реализовать из того, что мы хотим. Мы уже в диалоге находимся с федеральным министерством, потому чтобы в наших населенных пунктах в экспериментальном режиме такие многофункциональные центры можно было запустить.
Но самый главный вопрос, который волнует до сих пор якутян, это все-таки те сокращения, которые неизбежны будут при оптимизации каких-то процессов. Кто попадет под сокращение в первую очередь? И планируется ли какая-то программа по трудоустройству лиц, которые будут, останутся без работы вынуждены? Ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, что основной эффект с точки зрения экономии мы ожидаем даже не от сокращения персонала, а от сокращения накладных расходов и коммунальных услуг, о которых я уже говорил. До 30% общих расходов – это серьезная цифра, которая может быть существенно оптимизирована. С точки зрения высвобождения людей и сокращения штатов, в первую очередь, в основном, они коснутся административно-управленческого персонала. Там, где это возможно, в достаточно крупных населенных пунктах, мы будем расширять практику аутсорсинга, передачи ряда услуг на сторонние выполнения, в том числе за счет этого можно стимулировать развитие предпринимательского сообщества. Где-то, как я уже сказал, за счет объединения юридических лиц мы высвободим дополнительный, избыточный административно-управленческий персонал. Это же касается и некоторых учреждений, в которых сильно разрослись административные штаты. У нас есть примеры, когда в небольших школах у директора есть по 4-5 заместителей, и штат завучей превышает штат или там почти равен штату учителей. Это вторая категория, которая коснется сокращения возможное. Ну и отвечая на вопрос в отношении того, как будет проходить этот процесс, он точно будет происходить поэтапно. Мы с сентября этого года никаких решений административных принимать не будем, мы лишь утвердим саму схему, а решение вступит в силу с 1 сентября 2020 года. То есть будет еще 1 год на подготовку к реализации этой системы. И в каждом конкретном случае решение будет приниматься индивидуально. Мы будем много внимания уделять качеству обучения, там, где речь идет о высококлассных учителях, которые дают хорошее обучение ученикам, но при этом по каким-то причинам школа маленькая, мы будем индивидуальные решения принимать. Вполне могу допустить, что даже при условии, когда обучение ученика очень дорогостоящее, мы будем сохранять те школы, в которых действительно высокое качество обучения. Вернусь к тому, что в моем понимании качество обучения – это в первую очередь квалификация учителя. Учитель с большой буквы – это то, на чем мы тоже будем ставить акцент. Сейчас больше обсуждаются вот эти вопросы формальные, но мы не меньше внимания уделяем и содержанию обучения. Буквально с этого года вместе с Высшей школой экономики, ведущим университетом российским, мы продолжим реализацию экспериментальных проектов в Хангаласском районе. На это будет получен грант от Фонда развития Дальнего Востока, и в ближайшие 3 года мы будем вот эти проекты, связанные и с внедрением дистанционных технологий обучения, и с внедрением новых смешанных форм обучения разновозрастных, о которых я упоминал, и другие механизмы. Одновременно с этим мы будем проводить оценку квалификации учителей, и уже с этого года интенсифицирует работу Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров, который будет и в очном режиме в Якутске более плотно работать с педагогическим составом, и дистанционные курсы запускать, которые позволят учителям повышать свою квалификацию и в полном смысле этого слова соответствовать тем запросам, которые современное общество предъявляет к учителю. Ну вот кроме этой программы по повышению квалификации учителей, какие-то еще методы, методики для повышения именно уровня обучения учеников будут приниматься или нет? Ну вот еще один пример приведу. Там, где мы имеем ситуацию с достаточно малокомплектными школами, часто сложно привлечь квалифицированного учителя, особенно в старших классах, на специализированные предметы. Физику, химию, отдельные части математики и так далее. Не секрет, английский язык – важнейшая часть. Там мы будем практиковать смешанные формы обучения, когда урок может вести в дистанционном формате учитель из Якутска, а на месте учитель выполняет функцию тьютора. То есть он помогает ученикам усвоить те знания, которые дает через видеоконференц-связь или другие способы телекоммуникации учитель высшей категории из районного центра или из столицы, из Якутска. Тем самым мы будем отрабатывать полностью в дистант. Конечно, это утопия сейчас перейти, потому что мы понимаем, что она требует
большой дисциплины со стороны учеников и другого типа освоения материала. Вот мы будем такие смешанные форматы тоже апробировать в отношении малокомплектной школы. Они могут иметь очень серьезный эффект с точки зрения качества обучения. Владимир Викторович, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам плодотворной работы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». О реформировании социальной сферы региона и особенно образования мы говорили сегодня с гостем студии, председателем правительства республики Владимиром Солодовым. До встречи в эфире.